Вы слышали про острова-призраки в Северном Ледовитом океане? А про взлетно-посадочную полосу для НЛО в Усть-Мае? Или, может, про странные черепа, найденные в Намском районе? Здесь собраны 5 самых загадочных и необъяснимых мест, в которых мы побывали в первом сезоне «Отмороженной». Уже страшно. Это только начало. Усть-Алданский улус – первый район, который мы посетили в нашей программе. Когда я планировала командировку, то даже представить не могла, что здесь часто видят неопознанные летающие объекты. Очевидцы всегда описывают одну картину. Среди белого дня над озером Балыктах-Эбе возникает небольшой темный смерч, который висит над поверхностью озера и касается воды. Потом из вихревого потока выделяется серый искрящийся шар и уходит в глубину. Существует мнение, что под озером находится еще одно озеро, которое размерами превосходит первое. А явление – это обычный смерч. Булунский район вообще находка для любителей мистификации. Здесь уже несколько столетий пытаются найти бесследно исчезнувшие острова-призраки. Например, земля Санникова. Так называли остров, расположенный к северу от Новосибирских островов. Его видели многие исследователи севера, но спустя столетия он бесследно исчез. Сегодня его называют островом-призраком. В горном районе нам рассказали страшную легенду о нехорошем озере на территории национального парка Синяя. Название озера найти так и не удалось, но местные легко узнают его. Еще бы, ведь там часто видят призрак одинокого мужчины, а все, кто проезжает мимо, обязательно останавливаются, чтобы покормить землю. По легенде, в одной из пещер похоронен мужчина, который всегда рыбачил на озере. Некоторые утверждают, что даже видели очертания гроба, а многие часто видят одинокий силуэт рыбака по переливающейся глади воды. А земля Намского района хранит 2 могильные ямы казаков. Гуляя по местным склонам, можно наткнуться на выступивший из отвеса гроб или вообще найти кости. Каждый год вода и ветер смывают часть земли с обрывов и уносят в реку важные исторические объекты. Не так давно археологи обнаружили здесь необычные черепа с аномалией. На нижней челюсти были огромные костные выступы, напоминающие второй ряд зубов. Что это, до сих пор неизвестно. Считается, что там располагалось кладбище казаков, пришедших на якутскую землю в 17 веке. И в заключении расскажу про усть-майские полосы, которые известны по всей России. Располагаются они на территории поселка Аян. И по каким-то причинам в интернете нет ни единой фотографии странной аномалии. 3 широких полоски примерно в 30-40 метров видно издалека. Самое странное, что они расположены на гористой местности, а точкой их пересечения является небольшое озеро. Еще одна удивительная вещь – это то, что на них ничего не растет, нет даже травы. Откуда они взялись, неизвестно. Некоторые считают, что это взлетно-посадочные полосы для кораблей инопланетян. Ждем ваших версий самых загадочных мест Якутии и страшных историй. Если вы поставите лайк, то мы будем знать, что видео вам понравилось, и подобных подборок станет больше. На этом у нас все. До встречи!